Друзья, сегодня 26 марта 2026 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Время 18 часов 1 минута. 1 минута. Сейчас мы здесь звук выключим. В Берлине и, соответственно, 20 часов 1 минута в городе Джохаре. Я вас всех сердечно приветствую. Сегодняшний свой стрим я назвал «Крах нефтяной империи. Украина рвет энергетику России». Об этом и многом другом давайте поговорим. Ну, вначале напоминаю всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, не пишите комментарии и не распространяйте ссылку на наш стрим. Будьте осторожны, друзья. Так, ваша безопасность, как говорится, в ваших руках. Сейчас, секундочку. Итак. Вначале хочу немножко вас ознакомить с событиями, которые происходят. Итак, давайте я вам дам послушать Бориса Писториуса, министра обороны Федеративной Республики Германии, который выступил на одной из конференций и заявил следующее. Сейчас мы только сначала поставим звук полный. Поехали. Хочу предельно ясно сказать, эта война стала катастрофой для мировой экономики. Ее последствия абсолютно очевидны. Уже сейчас, спустя чуть более 2 недель, закрытие Ормузского пролива оказывает влияние на весь Индо-Тихоокеанский регион, включая Австралию, но особенно на Японию, более чем на 90% зависящую от поставок через Ормузский пролив. Это имеет реальные последствия. В то же время европейские партнеры, в том числе Германия, с самого начала подчеркивали, нас заранее не консультировали, нас никто не спрашивал. Это не наша война. И поэтому мы не хотим быть втянутыми в нее. Хочу это подчеркнуть. Сейчас нам необходимо как можно скорее найти дипломатическое решение. Нужно прекратить стрельбу и убийства. И это обращение, конечно, к США, но прежде всего к Ирану, который атакует своих партнеров в регионе. То есть Трамп и Нетаньяху оказали большую услугу Путину и ФСБ. И маски фактически сброшены. Мы это уже увидели. И теперь 7 октября 2023 года совсем по-другому нам видится. И Нетаньяху может быть не заступником еврейского народа, а убийцей. Но это предстоит еще выяснить следствию. Надеюсь, евреи, которые страдают в первую очередь, они страдают, на них летят бомбы, будут более внимательно относиться к таким вещам. Итак, Украина усилила удары по российским портам из-за атак портов в Усть-Луге, в Приморске за последние несколько дней, а также других объектов заблокировано как минимум 40% российского экспорта нефти, пишет Reuters. Об этом нам сообщает настоящее время. Ну, такая вот интересная загогулина получается. Трамп пытается вместе с Нетаньяху спасти Путина, а ФСБ, украинцы продолжают бить фашистов в их логове по самому больному месту. За это слава Украине, слава великому украинскому народу, его великой армии, которая бьется за свободу с абсолютным, беспримесным злом. Дай Бог победы Украине. К сожалению, Украиной пытаются пользоваться, ее обманывать пытаются, обманывают ее украинский народ. Мы все помним, как вначале 3 дня давали Украине, что вот сейчас все рухнет, все сейчас
украинцы разбегутся, падет Украина. Ну, ничего такого не произошло. Мы уже видим 5-й год украинцев в широкомасштабном, а так уже в 10-й, 12-й год, 13-й год бьются с этой фашней. Великий украинский народ, все национальности, я имею в виду, в том числе и русские, кто бьются в Украине против вот этого диктаторского режима, который хочет их загнать в кабалу. Но немножко поподробнее. Удары Украины по энергетической инфраструктуре России – это одна из ключевых составляющих нефтяной войны. В ходе полномасштабного конфликта Украина начала такие атаки еще в 2022 году, первые по нефтебазам и складам. Но полномасштабная кампания развернулась с 2024 года и особенно усилилась в 2025 году. Основной инструмент – дальнобойные дроны, включая морские. Иногда крылатые ракеты. Цели преимущественно связаны с нефтепереработкой, хранением и экспортом нефти. Реже с газовой инфраструктурой и энергетикой, электроэнергетикой. По данным Бакер Институт, исследование от 2 марта 2026 года, с апреля 2022 года по февраль 2026 года зафиксировано 272 дискретных удара, подтвержденных и подозреваемых по российским энергообъектам. Большинство ударов по нефтеперерабатывающим заводам, нефтебазам и хранилищам топлива. А также другие цели: насосные станции, трубопроводов, например, Дружба, порты отгрузки нефти, Новороссийск, Приморск, Усть-Луга, активы, нефтяные платформы в Каспийском море, газоперерабатывающие заводы. Ограниченные удары по электроэнергетике. Несколько высоковольтных подстанций в Центральной России в конце 2025 года, например, в районе Владимира. Это удар, как говорят, тоже был нанесен Украине. В 2024 году около 94 на нефтеперерабатывающие заводы и базы. В 2025 году рекордный от 70 до 142 атак на НПЗ и нефтебазы. По разным оценкам Forbes Украина, Верстка и Bloomberg сообщают об этом. Затронуто 28 заводов с суммарной паспортной мощностью 219 миллионов тонн нефти в год. Примерно 2/3 всей российской переработки. Только с августа, это то есть за 2025 год, 2/3 уничтожили. Только с августа по ноябрь минимум 77 ударов по электрообъектам. Декабрь 2025 года абсолютный рекорд. Минимум 24 атаки на НПЗ, танкеры, морские терминалы и трубопроводную инфраструктуру. Начало 2026 года. Пауза в январе, в начале февраля, затем возобновление. К марту 2026 года атаки продолжаются. С 2024 года по карте Caspian Policy Center, то есть по Каспийскому региону, 61 удар, то есть Каспийский регион, российская территория. Я вам хочу сказать украинцам, эта Каспийская территория, это все чеченские земли, которые русская империя у нас отобрала на протяжении веков. То есть с 1722 года мы с ними находились в состоянии войны и сейчас находимся. Поэтому я лично, как чеченец, как рядовой гражданин Чеченской Республики Ичкерия, даю вам полное право уничтожить все вот эти возможности. Это от меня, конечно, никто не требует и ничего не зависит, но свое мнение, как в качестве поддержки ударов Украины по вот Каспийским вот этим нефтеперерабатывающим заводам и их добывающим скважинам, заявляю, ответственно заявляю, полный вперед, слава Украине! Дальше. Украина меняет эффективно ориентированный подход, бьет по всей цепочке нефтяного бизнеса. Хитро украинцы подходят к вопросу, то есть добротно подходят, скажем точнее. От добычи и переработки до экспорта. Это позволяет снижать доходы России, главный источник финансирования войны, и нарушать логистику армии. НПЗ, Волгоградский, Лукойл, Саратовский, Роснефть, Рязанский, Новокуйбышевский, Уфимский, Башнефть, Туапсинский, Орский, Сызранский, Волгоградский, повторно, и многие другие
Некоторые заводы горели по 3-8 раз, например, саратовские. В марте 26 года по саратовскому НПЗ 21 марта остановка первичной переработки. Порты и терминалы Новороссийск, Приморск, Усть-Луга, Тамань. Удары по танкерам и отгрузочным комплексам. Трубопроводы, насосные станции «Дружба», компрессорные станции «Туркстрим», удары по русской и береговой станциям в марте 26 года. Другие нефтяные платформы в Каспии. Декабрь 25 года третий раз. Газоперерабатывающий завод в Оренбурге. Нефтебазы, включая военные, как под Энгельсом. Ну просто лафа. Ляпота, так сказать. Еще хотел бы сказать по поводу вот этого трубопровода «Дружба». Есть у нас здесь в Европе один мудак по имени Орбан, который шантажирует Украину. Это пособник, так как и Трамп, и Нетаньяху – это пособник Путина и фашистской России, фашистского ФСБ. И он всячески пытается заморозить деньги, они замораживают, имеют возможность накладывать вето, одна из стран Евросоюза, и всячески пытается подыгрывать Путину. Но это хорошо, с одной стороны, мы теперь знаем, кто является пособником террористов и фашистов. И это очень хорошо. И не случайно он оказался дружком Трампа и Нетаньяху. Это хорошо, очень хорошо. И не знаю, как это будет решаться, но хотелось бы, чтобы это тоже быстро решилось. И украинцы, я вам скажу, рассчитывайте только на себя. Слава Богу, что есть поддержка здесь, на Западе, в Германии, во Франции. Понимают, что они следующие после вас. Поэтому знайте это, вы это знаете, в принципе. Не портите отношения, вы их не портите на всякий случай, но полный вперед, так сказать. Полный вперед. Да, и рассчитывайте только, конечно же, только на себя. И не доверяйте никому. Никому не доверяйте. Также я бы хотел бы, еще пользуясь случаем, может меня услышат, обратиться к украинским патриотам, украинским националистам. Хоть я не люблю это слово, но чтобы было понятно, о ком идет речь. Потому что уже такое сложившееся уже мнение по поводу украинских патриотов. И я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на Джо Кента. Джо Кента. Это человек, бывший глава национальной антитеррористической организации, центра, который ушел в отставку в связи с тем, что Трамп начал абсолютно проигрышную, как и прям Путин. Вот просто за ноги взял Трамп перед тем, или Трамп, или его пособники, там вокруг его советчики разные всякие, взяли за ногу репутацию США и со всей силы стукнули этой репутацией об стену. И после этого начали войну. Понимаете? Это просто невероятно. Просто довести до такого состояния репутационный момент и ударить по Ирану. Просто лучшего способа дискредитировать США невозможно. Я не знаю, как оттуда будет США выбираться. И будет ли вообще выбираться, потому что Трампу уже отступать некуда, потому что его ждет импичмент. Импичмент ждет и большие разборки ждут. Поэтому я полагаю, что он будет делать все возможное, чтобы еще больше ввергнуть мир в хаос. Потому что война, начатая против Ирана, не была начата для победы США и Израиля. Она была начата для того, чтобы уничтожить репутацию США и устроить хаос на Ближнем Востоке. И, конечно же, единственный и самый главный, скажем так, там может и Нетаньяху имеет свою какую-то пользу с этого, но главный бенефициар всего этого, конечно, является Путин и ФСБ. К большому сожалению, очень мощно, очень большую провокацию эти люди сделали. Очень жаль, что так получилось. Очень жаль, что будут гибнуть американские солдаты, гибнут сейчас люди. К сожалению, гибнут граждане Израиля, которые тоже получают. И они поддерживают, многие поддерживают. Я смотрел, слушал там статистику, там большое количество поддерживают. Но пора пересмотреть, мне кажется. Хотя, с другой стороны, и отступать некуда. Эти люди находятся фактически в такой загнанный угол. Со всех сторон враги, все вас хотят убить, все там это. По крайней мере, так раздувается и говорится. И не безосновательно, скажем так, это говорится. Но в итоге
Вот такая вот вообще странно, конечно. Но я не думаю, что это спасет Россию, хотя Россия, конечно же, они сейчас будут еще больше. Сейчас теракты планируют делать. Короче говоря, нас ждут очень-очень а, такие интересные времена, скажем так, друзья. Мы, конечно, это понимали, что война все-таки против Ирана будет начата. После, например, убийства Кирка, у меня уже сомнений не осталось, что война против Ирана будет. И теперь я просто не думал, что вот в такой ситуации вот так начнут. Вот так. Вот давайте еще раз я перечислю. Файлы Эпштейна. Везде во всем мире. Давайте я вам расскажу, как видит любой человек. И как вы даже это видели бы. На месте иранцев. Например, Иран вначале поднимает свою, Иране сперва падает реал, доллар дорожает, реал обесценивается. Из-за этого происходит всплеск, бунт такой, экономический бунт происходит. И американские разные представители финансовых структур говорят о том, что это они это сделали. То есть искусственно свой вражеский реал они уронили. В этот момент поднялись люди. И Трамп им заявляет: держитесь, помощь уже в пути, вот сейчас подойдем. Если бы тогда начали бы удары наносить ракетами, то ситуация в корне поменялась бы, скорее всего. Но, по всей видимости, сценаристам это было неинтересно поменять ситуацию. Сперва дали зачистить, то есть дали время умышленно, неумышленно, ошибочно, непонятно. Но сам факт, что дали время вот этому режиму, бандитскому, фашистскому режиму, диктаторскому, уничтожить от 7 до 22 тысяч. По некоторым данным, до 50 тысяч человек уничтожили. Своих граждан. Ну и, конечно, люди обижены, но запуганы. Понимаете, самые главные, самые пассионарные, самые лидеры, они уже вычищены. Просто обезглавлено все население. И в этот момент дожидается вот раскрутки вот этого файлов Эпштейна, все это публикуется, все это рассказывается и так далее. Трамп в этом не виноват, все остальные виноваты и так далее. Ну и фактически доказанный педофил Эпштейн, который тоже каким-то странным образом погибает в тюрьме, и тоже какие-то очень странные вещи происходят. Без спецслужб это все осуществить, да, камера, запись вырезана, ну, короче, какие-то вещи. Почему убивать человека? Ведь его нужно допросить на суде, его нужно показать суду, пусть дает показания. Ну вот, происходит то, что произошло. И потом месяц Рамадан, дождавшись месяца Рамадана, наносится удар по 83-летнему дедушке, который фактически там уже ничего и не решает. Да, 83 года человек не может полноценно работать, там 10 часов все контролировать, 10 часов или 8 часов, или по 12 часов в день работать и так далее. Но вот в итоге происходит убийство его, и фактически, ну, в месяц Рамадан, как мусульманин, я вам могу сказать, если человек умирает в месяц Рамадан, у мусульман есть такое поверье, такой признак, что скорее всего, один из признаков, что этот человек благословлен Богом, что вот в месяц Рамадана, если умирает, что есть надежда, что он в раю. Это еще не стопроцентный факт, но это очень такая распространенная такая точка зрения, скажем так, в мусульманских средах. Я не знаю, как у шиитов, но я думаю, у них также, у суннитов это также. У нас это так. И вот происходит убийство его. Ну, как сделать? Вот смотрите, вас убивает ваша власть, тираническая, бандитская, просто фанатичная, сказочная. Там ложь, все, вот даже сами шииты не признают за вот аятоллами то, что они являются наместниками там имамов, там чуть ли наместник Бога на земле там и так далее. Ну, не меньше, не больше. Вот такая вот у них там сказка идет. При всем уважении к шиитскому исламу, ничего это, сами шииты это осуждают. Поэтому я ни в коем случае на религию ничего не имею в виду. Я имею в виду сам вот этот режим. И вот этот режим, который фактически ненавидим своим народом, в месяц Рамадан убивает его, и потом
вы фактически, да, вы должны заступиться теперь, тот, кто убил, да, все довольны, наверное, там, население. После 22 до 22 тысяч убитых своих людей, это только вот за раз, это самое массовое было у них вот репрессии, но за все время там десятки тысяч убито и сотни тысяч репрессировано Ираном своих людей. Иран это сегодняшний режим иранский, это самый террористический режим, это самый фашистский режим после путинского. Но путинский режим сейчас спасается. Вот такой балласт скидывает Путин, своих дружков сдает для того, чтобы самому выкарабкаться вот из этой ситуации. И в этот момент наносится тоже, может быть, совпадение. Американцы никогда не пойманы на том, что целенаправленно убивали детей и женщин. И убивают именно даже не мальчиков, девочек, детскую, женскую вот эту девочкину школу. Попадает ракета, одна попадает, потом приезжают спасатели, вторая попадает, 150, 160 там убитых учителей и детей, девочек. И вот в этот момент, например, вот как пример я вам это все рассказываю, вот в этот момент вам кто-то говорит: вставай, вот сейчас мы пойдем, вот сейчас американцы их бьют. А это верующие люди, для них религия не последнее место. И это нужно понимать. И как и в принципе и для американцев религия не на последнем месте. Понимаете? И в этот момент тот, кто не хочет, чтобы эти люди вставали, они говорят: так это же педофилы. Доказанные, судом доказанные педофилы. То есть Трамп это доказанный, Трамп, его окружение, это власть. Что там рассказывают же, что и Трамп там замешан. В месяц Рамадан убили. Скорее всего, он в раю, раз в месяц Рамадан погиб. А потом убивают девочек. Понимаете? Вот какая ситуация. И вот с этой ситуацией, чтобы поддержал народ, чтобы еще что-то было, это просто не укладывается ни в какие рамки. Вот какая ситуация. К сожалению, большому сожалению. Я просто не знаю, как будет Америка от этого выкручиваться. Но я знаю, что Америка не сдается. И есть люди, которые, тот же Джо Кент, который открыто выступил. Открыто сказал, что нет, так дела не делаются. Ушел, и сейчас он не просто где-то ушел в тень и не появляется. Нет, он появляется, на каждый день дает интервью. И это очень-очень мощно и показательно, что и все блогеры, которые есть в США, все начинают разоблачать вот эту систему, которую они сейчас тут организовали, скажем так. Это очень такие странные вещи, которые, к сожалению, не должны были происходить так. Без репутации, без союзников США очень трудно будет справляться. Очень трудно будет. Но маски сброшены, это тоже хорошо. Нет худа, как говорится, без добра. Маски сброшены, теперь мы знаем, что Нетаньяху и Трамп открыто спасают Путина и ФСБ. И устраивают, и я думаю, почему мы не можем понять, какие цели. Вот то, что я вам сейчас перечислил, все сделано для того, чтобы иранский народ не поднялся, не поддержал американцев и израильтян. Эта ситуация будет, не знаю, как она будет решаться. Я знаю, что как-то она должна решиться. Я просто не представляю даже как. Даже варианта у меня нет, как это решать все. Ну и учитывая вот эту ситуацию, нужно понимать, что союзников у США нет в этой войне. К сожалению, ни Германия, ни Франция, ни одна европейская страна не сказали. Большим уважением все относятся к США, очень неуважительно относятся к тому, что сейчас сделали, и нынешней администрации. И если сейчас, например, Германия, которая в первый раз за всю свою историю после Второй мировой войны, которая благодарна Соединенным Штатам за то, что помогли победить нацизм, создать мощное новое государство после того, как пал режим нацистов, они прямо сказали: это не наша война, мы в этом не будем участвовать. Если это сказали немцы, то это скажут все. Потому что сейчас сказать, что мы поддерживаем это ввязаться в абсолютно проигрышное предприятие.
и нарисовать себе на лбу или на своей стране кружочек, как в тире, мишень себе нарисовать, чтобы террористы атаковали. Да, американцев достать не могут, хотя там вот в Техасе завод сожгли нефтяной, ну и так далее, какие-то процессы идут, террористы что-то пытаются сделать, но сейчас и принимать беженцев. И это хаос, и это тот самый хаос, к которому нас пододвигают, раскручивает тот же Трамп, тот же Илон Маск, раскручивая АФД, скидывая руку от груди и так далее, и так далее. Это мы все видим, мы это все фиксируем, не только мы, и немцы все это видят. И все прекрасно понимают. А то, что Россия хочет создать в Германии хаос, чтобы развалить Германию, чтобы поделить между Америкой и Советским Союзом Германию. Это все немцы прекрасно понимают, полностью осознают, все поняли. Я об этом давно говорил, кричал, писал и так далее. И сейчас все меры направлены на то, чтобы России не удалось опять устроить хаос в Германии, разделить Германию и так далее. А для этого нужны теракты. И, скорее всего, к большому сожалению, они еще будут. К большому сожалению. Причем они могут быть направлены, знаете, сейчас вот этот хаос разогревается, нам всем рассказывают, что иудо-христианская какая-то сила против мусульманской, шиитской, суннитской какой-то силы там, и так далее. Шииты, сунниты, ну, мы уважительно относимся ко всем, но если говорить про религию, мы же говорим про религию, это либо ты шиит, либо ты суннит. Ты не можешь быть шиитом и одновременно суннитом. И объединиться тоже на этой религиозной почве ты не можешь. Может Иран объединяться с какими-нибудь там суннитскими государствами, какие дела делать, но не на религиозной почве. То же самое касается иудо-христианской системы. Там нам рассказывают, что вот там иудо-христиане это такие, а вот сунниты, они мусульмане все причем плохие там и так далее, и так далее. И у тебя закладывается мысль, мы Иисуса Христа признаем как Мессию, если про религию говорить. Иудеи говорят, что он самозванец, там, мошенник и так далее. Мир ему, Исе, Иисусу Христу, Исе. И, как мы его называем. И мы ждем Мессию, который объединит мусульман и христиан. Понимаете? Потому что мы, мусульмане, всегда, постоянно подчеркиваем, что Иисус Христос, Иса, посланник Божий, мы его не считаем Богом, мы его считаем посланником Божьим. И ждем его как Мессию, который придет на эту землю в конце времен. Понимаете? И вот эти вещи, они искусственно нагнетаются. Я про теракты, которые проводились и в Бостоне, и 11 сентября 2001, поменьше, правда, но тоже говорил. И сейчас в Нью-Йорке пытались сделать. И везде такая накручивается антимусульманская истерия. И ты не понимаешь, а для чего это делается? Зачем? Для чего это делается? Объяснения нет, кроме хаоса. Целей войны в Иране только хаос, только война между христианами и мусульманами. Только это. Вообще глобальная межцивилизационная война. Это катастрофа. Мир от этого давным-давно отказался. Были крестовые походы, были джихады, было много чего было в истории. Но мир отказался. Победить в этой войне нельзя. Понимаете? Вы не можете сказать, что ваша модель управления лучше, когда дело касается религии. Это дело веры. Поэтому вам вашего противника надо убить. Понимаете? Вы по-другому его не можете заставить. И давным-давно люди отказались от крестовых походов, всемирных джихадов там, и так далее. Это только русские от своей большевистской революции не отказались. Весь мир разрушим, а затем и так далее. И они под видом ислама распространяют этот всемирный джихад там, и так далее. Вот как все это выстраивается. И мы все это должны понимать, быть осторожными, не поддаваться на провокации ни в коем случае. И сделать так, чтобы справедливость восторжествовала, правда восторжествовала. Знаете, я сейчас очень много в последнее время уделяю внимание Древнему Риму, древней цивилизации, которые существовали на этой земле. И от Вавилона
до шумеров, от шумеров до Вавилона, от древнего Вавилона, потом нового Вавилона, затем Урарту государство, Метания, затем Урарту. Вот эти государства строили одни и те же люди, одну и ту же систему эти люди строили. И пытаясь понять, в чем же была их такая сила, что они на протяжении тысяч лет, и речь идет о 4000, 3000 лет тому назад, когда там, например, древний Вавилон, там, да, где-то 1800-1900 лет до нашей эры время это. Вот с тех пор, чем были сильны эти люди? Да, у них было коневодство, да, они там умели там воевать хорошо, у них там было оружие современное, они умели тогда ковать и железные, потом бронзовые вещи разные всякие, в том числе колесницы у них были, да, они были передовыми. Но самое главное, до чего я докопался, что у них было, они не лгали. Вот просто у них, в их культуре не было лжи. Солгать это считалось самым большим позором, самой большой подлостью. Изгонялся человек из общества, если он лгал. Просто солгал. А нам рассказывают, что мы живем в время постправды. Понимаете? То есть они хотят сказать, что вообще правды не осталось. Осталась правда. Осталась. Она есть. И Джо Кент, вот это и есть человек правды, который прямо, его большая угроза для него. Не дай бог, конечно, его посадят, или не дай бог еще что-то с ним случится. Но для него это большая угроза. Это как Александр Литвиненко, который прошел против вот этой террористической системы ФСБ, который вышел и потом в Лондоне был отравлен полонием 210. Вот такие вот вещи, которые происходят, мы должны фиксировать и сами не оказываться во лжи, которую нас пытаются втянуть. Во лжи. Нужно быть осторожными. Не попадаться на ложь. И не самим, конечно же, не участвовать в этой лжи. Так, друзья, я почитаю ваши комментарии. Я всех приветствую. Аслан, кого ты поддерживаешь? Израиль, США и Иран. Я поддерживаю Соединенные Штаты, я поддерживаю американскую нацию и еврейский народ. Понимаешь? А также я иранский народ поддерживаю, который заслуживает свободы. А режимы, которые там есть, террористические, бандитские, самые грязные после Путина и ФСБ, режим в Иране, террористический режим, я не поддерживаю. Также я не поддерживаю друга Путина Нетаньяху и Трампа, который пытается, я не знаю, что он там пытается, я думаю, у него никакой идеологии, ничего нет. Пытается сделать, наверное, деньги. Вот все, что мы видим, он какие-то бабки зарабатывает. Становится очень богатым. Но я надеюсь, разберутся. Украинцы доказали, что их не сломать. Совершенно верно, Асламбек. Украинцы доказали. И Джагар Дудаев очень хороший психолог был. Ну, как военный, он общался со всеми национальностями. А как известно, украинцев в советской армии было очень много. Офицерский состав, сержантский состав, все держалось фактически на украинских сержантах и на украинских плечах. И тогда Джагар Дудаев сказал, будет война в Крыму, будет там украинцы, русские под видом славянства начнут Украину возвращать там в свою империю и так далее. И что он сказал, что они сойдутся на непримиримых. Вот мы это видим. Я думаю, украинцы не отступят, не сдадутся, скажем так. Сейчас им сдаваться, это самоубийство. Просто дать себя потом репрессировать. То, что их отцы и деды сколько раз переживали, неся поражение. И мы живой пример, свежий пример, если кто-то плохо помнит свою историю, они могут посмотреть на нашу историю. Понимаете? Как происходит, что происходит с нами. Фактически стали инструментом, запуганы, зашуганы, уничтожаются, унижаются чеченцы.
И вот такая вот ситуация. Так, дальше. Так, валейк салам и мас, шавига машволь. Да, и в 44-м тоже. По мне, война в Иране невыгодна для России. Все говорят, типа, Путин выигрывает, из-за этого там нефть подорожали. Но это ничего не поменяет экономику России. Наоборот, война в Украине продолжается. Не, война в Украине, Киркин, конечно же, продолжается. И мы видим, Россия усилила удары по Украине. Она бьет по гражданской инфраструктуре, как обычно фашисты и террористы по-другому воевать не умеют. Но нужно понимать, что России это выгодно. Хаос в мире России выгоден. Понимаешь? России это 100% выгодно. Это даже обсуждать это здесь даже неуместно. Россия получает полностью, по крайней мере, Америку втянутую в войну, что уже и тратить ракеты, снаряды, деньги и все остальное. Ну и, конечно, информационно, может просто понаблюдать. Сейчас все говорят про Иран, 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 Украину забывают. А мы не дадим Украину забыть. И мы покажем, кто есть истинный друг Украины. Понимаете, мы будем говорить об этом, распространять информацию, привлекать внимание к этой проблеме. И все понимают, что Украина это есть защита, это есть форпост всей Европы. Не от мусульман, как нам, от 2-3-5% мусульман, которых так страшно, какие опасные мусульмане, оказывается. Оказывается, какой я страшный, оказывается. Да? Именно Россия является, Россия, ФСБ, ее террористические банды являются самой большой угрозой для Запада, для Европы. И единственный, кто стоит на их пути, это украинский народ, украинская армия. Это все понимают, многие понимают. Но есть агентура, есть враги, есть мудаки всякие разные. Германия до первой тоже была мощное государство. Так, Америка в нашем сознании была оплотом демократии, а теперь Трамп показал истинное лицо Америки. Нет, совершенно я с тобой не согласен. Трамп показал истинное свое лицо, и Нетаньяху показал свое лицо. А Америка не показала свое. Америка это Джо Кент, понимаешь? Который отказался, имеет такой высокопоставленный пост, отказался от участия, у него пенсия была бы, он был известный, 11 раз воевал, там жена погибла, сколько он, с 18 лет, ему сейчас 45, 27 лет посвятил свою жизнь войне, защите Америки. Вот кто настоящая Америка, вот кто настоящее лицо Америки. Так что Трамп показал свое лицо, сбросил маски, понимаешь? Сбросил маски. А Америка это величайшая страна. И не думайте, что там что-то изменит. Америка выкарабкается из этой ситуации. И самое главное, первые ходы, тот же даже ход вот этого Джо Кента, это просто, знаете, может кто-то до конца не знает, я занимаюсь этими вопросами, и кто меня смотрит, знает, но в основном я считаю, что это божественное провидение, что сейчас происходит. Да, есть силы зла, силы тьмы, которые пытаются нас ввергнуть в хаос. А есть силы света. И вот к силам света, наряду с украинской армией и с украинским народом, сейчас есть и Джо Кент, который есть. И поэтому я бы хотел, чтобы украинские патриоты обратили внимание на этого человека. Ему нужна сейчас поддержка всех. Мы все должны его поддержать. Все. И этот человек, возможно, станет следующим президентом Соединенных Штатов Америки. Будем надеяться на это.
Посмотрим. Поэтому это очень важно. Это очень важно. Но у Трампа еще есть время, в принципе, переиграть эту ситуацию, немножко дать назад там и так далее. Потому что хаос не получается. Теракты сейчас сделать тоже будет очень сложно, хотя будут их продолжать делать, я так полагаю. Надеюсь, не получится, но есть вероятность. Как-то так. Валейк салам, гражданин Керим, Ашвой. Гнить будет Рашка. Да, Асланбек, она и так гниет. Сейчас, смотрите, у них там ящер появился, вот это животные заболели, скот болеет. Ну, короче, ужас у них там сейчас происходит. У России очень все плохо. Но самый главный противник России, самый, кого она боится больше всего, ввязался в войну, которую сейчас, ну, просто как-то они будут это решать. Спасибо, Олег. Поэтому в этой ситуации такой, знаете, кислородная маска, как я сказал, как-то написал, кислородная маска это для Путина. Ну, конечно же, я уверен, что это не спасет ни Путина, ни Россию. Ну, такие вещи происходят. Представьте, мировую войну начали. Причем так ее начали, чтобы Америка ее не выиграла. Понимаете? Вот так ее начали, к сожалению. Спасибо, Олег. Валейк салам, Эрбулат. В России все нормально. Говорит, да, конечно, нормально. Знаем мы, как у вас там нормально. Убивают животных. Да, сейчас идет вот эта болезнь, я еще не знаю, искусственно она, или так совпала, божья кара, или кто-то там диверсию какую-то совершил, да. Не знаю я, для чего это делается. Может, чтобы люди голодали сами, сама ФСБ это делает, да, чтобы люди были зависимые уже от них, едой даже зависимы. Поэтому посмотрим. Но это сигнал о том, что на России будет голод. И как сказал один немецкий эксперт, экономист, он, по-моему, немецкий, если не ошибаюсь, он сказал, что сперва это медленно происходит, а потом резко идет такой провал, обвал идет всего, всей экономики, всего. Так как российская экономика, как и сама Россия, это псевдоэкономика, как и псевдо-Россия сама, и несостоявшееся государство, с несостоявшейся экономикой, которая, как и все у них, как судебная система, как экономика, как все остальное, идут параллельные такие, знаете, есть симулятор, который изображает, и есть параллельная такая теневая жизнь. Вот эта теневая жизнь, благодаря этой теневой жизни, экономика, как рассчитывали американцы, сразу не рухнула. Потому что схемы, которые умеют делать россияне еще с советских времен, это, ну, такие чемпионы, скажем так, по схемам обходить там раз. Ну, мы же знаем, да, как такое криминальное мышление, криминальный человек, потому что там половина зоны, остальная вторая половина притворяется, чтобы не попасть на эту зону, что они верят в коммунизм, потом еще во что-то светлое верят. А по факту является просто массовым криминальным мышлением. Вот самая большая ценность – это криминальное мышление. Причем нужно отметить, что бандиты на России самые честные люди, если брать вообще, сравнивать их с политиками и так далее. Америка сама себя втягивает везде, Россия тут ни при чем. Приди в чувство, говорит мне Дима Шапиро. Дима, но ты глубоко ошибаешься, что Россия тут ни при чем. Но Россия первый выгодоприобретатель в этой войне. Как-то так.
Выдыхается рашка, экономика в упадке, предприятия закрываются, людей сокращают, еще и домашний скот уничтожает. Недолго рашке осталось двигаться. Александр Мармаш. Александр, я согласен с вами, но вот недолго ли, вот вопрос. Вот для чего и начата война в Иране. И если сейчас там начнется хаос и начнется межрелигиозная война, к чему нас пододвигают, понимаете? Например, нападение на какое-нибудь собрание христиан произойдет. На Ватикан, например, произойдет. Не дай бог, конечно. Ну, еще куда-то. Массовое что-то должно произойти. Я думаю, уже все готово для этого. И почему Иран этого не сделает? Понимаете? Потому что подготовиться и быстро осуществить Иран после 28 февраля не успеет просто физически. Потому что когда 11 сентября происходило, люди обучались там год самолет водить, там ну, много-много, целая такая система. Потом, когда расследование произойдет, люди просто поймут, что за 2 недели, за месяц Иран не могли такой теракт сделать. Значит, какой-то мегатеракт готовится. Понимаете? И 11 сентября, и бостонский теракт, и 1000 терактов в Чеченской республике Ичкерия, и в самой фашистской России дело рук ФСБ. Мы это знаем. Но, по всей видимости, не только их. Там у них есть, оказывается, надежные товарищи, такие же террористы, как они сами. Потому что России это все осуществить одной было бы не под силу. Поэтому это может затянуться, я имею в виду. К большому сожалению, это может затянуться на определенное время. Они могут начать, вот это, дай бог, чтобы этого не получилось, то они планируют там устроить межцивилизационную войну. Причем вот я читаю комментарии там в X, захожу, что говорят, что думают американцы. Ну, американцы не хотят межрелигиозной войны. Они очень толерантные, очень терпимо относятся. И даже война-то, что была в Иране, в Афганистане, и они сыты вот выше крыши этой войной и говорят, за что нам воевать с этими людьми, что они нам такого сделали. Трамп вообще обещал, что он будет воевать с коррупцией и с иммиграцией внутри страны, а не развяжет войну с нулевой репутацией, с минусовой репутацией США, где нет никаких союзников, и с такими интересными целями начать межцивилизационную войну. То есть за что? За что мне убивать христиан? За что христианам убивать меня, например? Просто я не понимаю. Но нас будут готовят, это продолжается. Вот эта пропаганда ведется, накручивается. Потом через какое-то время люди устают, обычные люди, спорить, писать на эту тему. Просто устали, выдохлись. Потом раз теракт какой-нибудь произошел против христиан. И все, его аргумент уже все, его голос уже ниже, его аргумент уже менее весомый. Потом еще теракт. А потом ему говорят, когда он говорит, а что нам сделали там мусульмане, например, что с ними, мы должны враждовать, что ли? А смотри, теракт сделали, а здесь теракт сделали, а тут сделали. Они нас ненавидят. И сидят еще, строчат эти троллятины, искусственный интеллект и так далее. Понимаете? И мы не должны дать ввергнуть мир в межцивилизационную войну, где победителей не будет. Понимаете? Победителей не будет просто. Так, пойдемте дальше. Нет, Кавказ, я не смотрю Кавказян, я не смотрю Любашского. Вероятно, тут сидят много манкуртов, которые пишут всякую чушь против твоего выступления. Однако они больны русней. Русские, да и здравствует Украина, свободолюбиво, мужественно освобождаю. Да, Мага, я здесь, конечно, люди на работе, и я их терплю. Пока. Так, валейксалам, молик маш. Алейксалам. США самая верующая страна в мире, это так. Да, Америка верующая, очень верующая страна. Китай, вот они выигрывают больше всех в этих конфликтах. Россия почти на коленях, США тоже втянута в конфликт.
Европа тоже втянута в Украине. Только Китай смотрит, Нет, Китай, да, конечно, Китай тоже извлечет какую-то пользу из этого, но Китай никаким боком нигде не засвечен. Понимаешь? Нигде никак не засвечен. Вот, поэтому, конечно, я думаю, Китаю выгоднее будет, если Америка ослабнет. Очень выгодно. С этим я согласен. Но я не думаю, что Китай в этом как-то замешан. А выгоду может извлечь. Но у России, у ФСБ ситуация какая? Они находятся на грани просто суда, понимаешь? Если каждый день все уничтожается Украиной, понимаешь? Все вот эти нефтеперерабатывающие, все заводы, все уничтожается. И завтра, когда людям есть нечего будет, люди начнут бунтовать. Плюс еще украинцы могут сюрприз сделать. Прилетит дрон, может, или ракета какая-нибудь баллистическая. Может быть, смотрите, как уничтожили Аятоллу Хаменеи. Почему нельзя было Путина вот так же ликвидировать? Почему? Что, ядерного оружия есть. Вот с Хаменеи люди могут не восстать. Причем еще вот так выстроенная такая цепочка, чтобы люди специально не восстали. Как будто, чтобы люди специально не восстали. Так вот, как только бы ликвидировали Путина и Патрушева, по центру ударили бы вот так, по Лубянке, по Кремлю, да я вас уверяю, они в очереди и так здесь стоят, в отличие от иранцев. Все вот эти русские КГБшники, ФСБшники, они здесь в Лондоне, в Америке, везде ошиваются. Просят их принять на прием, просто чтобы с ними договаривались. Они свои шкуры, свои миллиарды хотят сохранить. Они бы быстро все изменили, упали бы на колени бы и просили прощения у Трампа. Вот где была бы победа. А здесь немножко по-другому. Здесь немножко по-другому, особенно, да даже если бы подошли бы к этому вопросу чуть-чуть по-другому, было бы совсем иначе, была бы картина иная. Der ist goed geweest, der is goed. Вор кричит, держи вора, указывая пальцем на другого. Сегодняшняя политика. Да, Самбек, абсолютно так. Америка уже выиграла эту войну с Ираном. Буквально их самолеты свободно летают над Ираном, могут поражать любые цели, и они это прекрасно делают. Да, конечно, Соединенные Штаты Америки это очень мощное государство, мощнейшее государство. И США выиграют эту войну, выиграют. Но сейчас они только ее в воздухе, как ты правильно заметил, только в воздухе ее выиграли. Когда российская авиация ударила по Чеченской республике Ичкерия и уничтожила учебные несколько самолетов, которые стояли на единственном аэропорту, большом аэропорту в городе Грозном, Джохар Дудаев направил командующему военно-воздушных сил России телеграмму: поздравляю с успешной победой в воздухе. Жду встречи на земле. Поэтому победить в воздухе этого недостаточно, к сожалению. А все остальные страны туда вмешиваться и втягиваться не будут. Значит, там должны гибнуть еврейские и американские солдаты. Понимаешь? Если они там сейчас курдов пытаются подбить, курды тоже там не особо активно что-то пытаются делать, а других пытаются там, и не все понимают, что если мир не поддерживает, что это никому не нужно, понимаете? Это никому не нужно. Причем нужно было поддержать иранский народ, который бьется за свободу, хотел бы свободы. Но сделано так, чтобы их, во-первых, лидеров не осталось, а потом, чтобы никто не поднимался против этого. Поэтому придется пускать свои войска, а как только оттуда пойдут гробы, Трампу свое кресло не сдержать. Люди на митинги будут выходить, протестовать будут. Сейчас многие просто не осознают, что сделал Трамп и Нетаньяху, чтобы спасти Путина. Ну вот такая вот ситуация, к сожалению. К сожалению. А так, конечно, США победит, и я на стороне США в любом случае. США не за Трампа, а за США.
Валейк салам, позитрон. Валейк салам. Евреи не будут воевать с Ираном на земле, говорит Ренат. Но если они не будут, то американцам самим это будет тяжело. Евреи вынуждены будут. Они вместе начали эту войну, и вместе они должны ее вести. Поэтому просто так американцы туда не могут пойти без евреев. К сожалению. Но, например, я бы не хотел, чтобы туда американцы тоже шли. Ни евреи, ни американцы. Если бомбят, ну, хотя бы вот на этом уровне все это оставить. Не лезть туда и не нести потери. Но посмотрим. Нужна эскалация, по всей видимости. И будут все это дело эскалировать. Так, вот эта троллятина здесь просто вас невозможно, да. Цены на нефть поднялись. Да, да, Ренат, абсолютно так. Цены поднялись и будут еще подниматься. Салам алейкум, Асан. Только зашел на эфир. Какие общие настроения среди чеченцев по Ирану? Что думают о войне? Ну, чеченцы ни в чем не участвуют. Валейк салам, шалом алейхим. Чеченцы не за Иран. Иран террористический режим. В Иране террористический режим. Персы, иранцы помогали уничтожать чеченский народ. Вместе дружат с Путиным, как и ваш Натаньяху, к сожалению. И чеченцы не поддерживают Иран. Это я могу однозначно заявить. Однозначно. И, конечно, дело в том, что там Иран слишком сильно дружил с Путиным, с Россией. И вот это религиозные фетвы, метвы, которые они там выносят, это вот очень сильно влияло на нас. Мы считаем, что Иран очень способствовал геноциду чеченского народа. Поэтому никто не поддерживает, ну, по крайней мере, я не видел, не слышал ни от кого. Единственное, что не поддерживают Израиль за то, что делает. Ну, про Израиль очень много пропаганды идет, очень много. Мне удается сдерживать в какой-то степени, объяснять людям и так далее. Но эти вещи, к сожалению, объяснить невозможно. Когда Биньямин Натаньяху заявляет о том, что у него с Путиным старые дружеские отношения. Чтобы не быть голословным, я вот сейчас это все зачитаю еще раз, чтобы осталось, так сказать, в истории. Так, нет, это не тут у меня было. Да, это не тут, ладно. Сейчас постараюсь найти быстренько.
Цитата. Перевод с английского. У нас постоянные контакты с другой мировой державой Россией. Я регулярно общаюсь с президентом Путиным, и эти личные сообщения, которые насчитывают, и эти личные отношения, которые насчитывают десятилетия, служат нашим жизненно важным интересам, в том числе сейчас, включая попытки помешать нам защищать нашу северную границу, и этого, конечно же, не произойдет. Понимаете, 8 декабря 2025 года в Кнессете сделал Бенджамин Нетаньяху сделал заявление по поводу своей дружбы с Владимиром Путиным. Это после 23 года, 7 октября это заявление. То есть после 1200 убитых граждан Израиля, евреев, большей части, женщин, детей убитых, на день рождения Владимира Путина. Понимаете? И с этим что-то нужно делать с этим. А как это так получается? Вас уничтожают, а мы дружим. Интересно. Тогда и нам нужно тогда промолчать. Нам тоже нужно замолчать, сказать, да, но это же Путин, ну это же друг Нетаньяху. Ну, убивает он, геноцид нам устраивает. Это акт геноцида был, евреи. Решать вам, конечно, но эти вещи... И сейчас это все очевидно уже. Очевидно просто, да, вытаскивают за уши Путина, вытаскивают за уши. Так. Анатолий Мельников, вы как-то говорили, что в войне 1980-88 между... речь о войне... Я это сказал, что Израиль помогал. Я это сказал, основываясь на общении с искусственным интеллектом. Он мне выдал информацию, и я переспрашивал, перезадавал вопросы, пытался уточнить. И сказал, если это не так, я приношу свои извинения. Потому что никого в заблуждение вводить и обманывать я не собирался. Ну вот, я опять задал просто ваш комментарий полностью, перескопировал и поместил его в Грок. На этот раз в Грок. И я спросил, так ли это? Так ли это? Да, это так, мне отвечает Грок. Несмотря на то, что после исламской революции 1979 года Израиль и Иран официально стали врагами, Иран начал называть Израиль малым сатаной, разорвал все дипломатические связи и поддержал антиизраильские группировки. Во время Ирано-Иракской войны 80-88 года Израиль тайно поставлял оружие и помощь Ирану. А США в тот же период активно поддерживали Ирак. Это классический пример реальной политики, реал-политики, когда идеологическая вражда уступала стратегическим расчетам. Вот я сейчас скопирую, не знаю, все поместится или нет, размещу здесь. Не помещается все. Может, 2 раз получится. Вот, приблизительно. Сейчас дальше еще тут есть. Главная угроза – Ирак. Саддам Хусейн казался Израилю более опасным противником. Он активно развивал ядерную программу, реактор Осирак, по-моему, строил мощную армию и претендовал на лидерство в регионе. Израиль боялся, что победивший Ирак потом повернется против него. Поэтому лучше было держать Иран в войне, чтобы оба врага истощали друг друга.
поставки оружия Израиль был одним из главных тайных поставщиков вооружений Ирану. Операция Sea Shell 1981 года продали на 75-500 миллионов долларов американского оружия. Запчасти к F-4, шины для самолетов, ракеты ТАУ и так далее. Поставки шли через посредников, включая израильских оружейников и даже с молчаливого согласия США на первых порах. Израиль также отправлял военных инструкторов и делился разведкой. Дополнительные мотивы сохранить какое-то влияние в Иране, потерянное после свержения Шаха, бизнес для израильской оружейной промышленности и защита еврейской общины в Иране. Около 70-80 тысяч человек тогда еще оставались. Это не была дружбой, это просто прагматический расчет. После войны, особенно после 90-х, вражда стала открытой и жесткой, какой мы ее знаем сейчас. США и помощь Ираку. Здесь все проще и открытий. После революции 1979 года и захвата заложников в американском посольстве в Тегеране, США видели в Иране главную угрозу – экспорт исламской революции. С 1982 года администрация Рейгана сняла Ирак с списка спонсоров терроризма и начала масштабную поддержку. Миллиарды долларов кредитов. Ирак сняла Ирак со списка. Долларов кредитов, спутниковая разведка двойного назначения, технологии, вертолеты, химические прекурсоры, которые Ирак использовал для химического оружия. Американские советники помогали Ираку с планированием операций. Цель – не дать Ирану победить и распространить революцию на Персидском заливе. Но был и Иран-Контрас, все еще сложнее. В середине 1980-х годов США тайно продавали оружие Ирану через Израиль в начале. В рамках скандала Иран-Контрас. Официально, чтобы освободить американских заложников в Ливане и поддержать умеренных в Иране. На практике деньги из этих продаж шли на финансирование никарагуанских контрас, запрещенные Конгрессом. Израиль здесь выступал посредником. Это показывает, насколько запутанная была политика тех лет. После 1979 года Израиль и Иран враги публично, но в 80-х, 88-х годах Израиль помогал Ирану, а США Ираку. Война была слишком важной, чтобы играть только по идеологическим правилам. Это подтверждено документами, мемуарами участников и исследователями. Википедия, отчет Конгресса США, израильские источники. Вот, я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Так. Крах нефтяной империи. Как это понять? Я считаю, уважаемый Аят, что крах нефтяной империи – это то, что Россия, которая претендовала на верховенство в нефтяном рынке, теряет, несмотря на то, что пытается развязать мировую войну, теряет свои позиции вот в этой нефтяной сфере. И украинцы уничтожают ее полностью под ноль. Вот что я имел в виду. И я надеюсь, что это закончится крахом самой Российской империи. Хотя можно было просто изменить и написать крах империи. Да. Я просто думал об этом. Добрый вечер, Бандеруха. Думал о сегодняшней теме по поводу того, что Украина сегодня жгет. Вчера жгла под Питером, там тоже большой завод, там очень классно горел. Да, поэтому так составил. Но будет точнее, если я уберу это слово нефтяной, крах империи оставлю просто.
Россия зарабатывает 760 миллионов долларов в день на нефти во время войны с Ираном. Телеграф. The Telegraph. Да, я думаю, ну, если не пишут, наверное, так, но в любом случае Россия выигрывает от этой войны. У тебя не возникла такой мысли, что Нетаньяху вынужден дружить с Путиным, потому что Путин не отправил радикальных мракобесов с Кавказа на эту войну на Ближнем Востоке против Израиля? Ну, можно говорить все, что угодно. Можно говорить, да, он там пытается что-то сделать. Но у тебя 1200 человек убили, зашли и убили на день рождения Путина. И говорить публично об этом, ну, это говорит о том, что я с ним на контакте, не трогайте его, говорит. И сейчас, да, я думаю, Путин помогает начать эту войну, и сейчас гуманитарку посылает. А каких там ты мракобесов, там чего-то там, кого-то там пошлет, а что, он сейчас их не пошлет, что ли? Или у него они там какие-то там отряды целые стоят, готовы? Это штучный товар, который они через интернет вербуют. Умирать-то эти мракобесы не идут, понимаешь? Они вербуют молодежь через интернет и отправляют их умирать. Понимаешь, это террористы, одиночки, группа 1, 2, 3 может быть. И вот и все, что они из себя представляют. И поэтому и то, многие спрыгивают, многие отказываются, я уверен, там не все так гладко у них все проходит. Потому что это очень сложно все это вести. Поэтому я не думаю. Я долго анализировал, долго приходил к выводу, и после начала войны, после действий, как все это начиналось, пришел к выводу, что Нетаньяху, Путин, и Нетаньяху не просто сказал, что с Путиным его связывают дружеские долгие отношения. Я считаю, что это сделано не просто так, не просто он сказал, а реально, это наш человек, не трогайте его, он сказал. Вот и все. Мы с ним одно дело делаем. Мы тут хаос хотим во всем мире начать, чтобы от уголовной ответственности уйти. А то, что потом евреи пострадают, понимаете? Ведь сейчас в Америке какая ситуация раскручивается. Это ж очевидно. Многие начали уже весь Израиль, всех евреев, всех иудеев обвинять. Это нужно Израилю, это нужно евреям, живущим здесь, в Германии, евреям. Какой резон от этого? Это им нужно? Не нужно. Никому. А кому нужно? В Израиле, кто живет, на них баллистические ракеты падают. Чуть ли не каждый день. Это нужно? Не нужно. Для чего это сделалось? Для чего это сделано? Кем это сделано? Точно не еврейским народом это сделано. Точно не им. И не американским народом это сделано. Понимаете? Поэтому я абсолютно остаюсь на своих же позициях. Ничего я не меняю. То, что я говорю, основывается на моем мировоззрении, на моих ценностях. Еврейский народ страдает, его убивают, его угнетают. Это правда. Нам рассказывают про чеченцев, что чеченцы всю Россию держат. Я жил, адвокатом работал, можно сказать, спецсубъект, немножко защищен, так сказать, законом, как адвокат, имел особый статус, можно сказать. Я знаю, в каком стрессе, в каком прессе находился я. Не говоря уже о чеченцах, любой чеченец, который просто без прописки в Москве оказывался и так далее. А нам по телевизору везде на полном серьезе, что мы все контролируем, там, я не знаю, всю в Москве жизнь контролируем, все можем. Но так про нас рассказывали. И когда говорят, что евреи все контролируют, мне смешно становится это слушать. Евреи находятся просто запуганы, зашуганы, загнаны просто, как в угол загнаны. И им что-то нужно делать. И единственный появляется спаситель, такой с аурой над головой, да, с нимбом. Говорит, я вас спасу, я знаю, как делать, жестко надо. Вот в секторе Газа получилось, вот пойдем дальше. Так в секторе Газа имели право, да, не жестко, не нарушая военное правила обычая ведения войны, не совершая военных преступлений. Но имели право защищаться евреи, особенно после такого акта геноцида, прямого геноцида. И я об этом говорил, и я трубил на всех своих ресурсах везде, чтобы ни в коем случае не поддерживали этих террористов. Писал, объяснял,
религиозной точки зрения объяснял, что то, что они делают, это преступление. Что вот эти террористы то, что сделали. Ну а что, потом гордыня какая-то или надежда, что мы весь мир там, этого не будет, понимаете? Понимаете? Если что-то получается сделать, что ты имеешь право, то это не значит, что тебе можно позволено делать все остальное, что ты не имеешь права делать. Понимаете? При всем при этом Иран враг для Израиля и для США. Это тоже факт. Но это нужно делать, наверное, не так. И какая-то цель должна быть. Сделано все, чтобы этой цели не достигнуть. Понимаете? Все, чтобы Америка оказалась по уши в одной субстанции. И автоматически это касается еврейского народа. Не знаю, там Натаньяху уйдет от уголовного преследования внутри Израиля. Но то, что евреям, здесь живущим, там живущим, будет доставаться, а за что? За то, что они свою безопасность, никаких вопросов. Никаких вопросов. Я лично готов помогать, поддерживать, что имеют право защищаться, имеют право на свое государство, имеют право на жизнь. Но не имеют права Натаньяху, Трамп или кто-либо начинать войну, где просто втянуто США. Например, я бы хотел, чтобы США помогали Украине. И Израиль, что помогал, я хотел бы Украине. Но Израиль же не помогал Украине так, как хотелось бы и надо было. Да, он воюет, ему сейчас не до Украины, он сам все время воюет, находится в состоянии этой войны. Но можно же было договариваться, можно было же что-то как-то сделать иначе. И точно, я уверен, евреям, Израилю это невыгодно, эта война. Как она не в таком формате начатая. Также она невыгодна Соединенным Штатам. А вот Трампу, Натаньяху, какие-то интересы у них есть, раз они ее начали таким образом. Не за что, Бандера. Савелий, спасибо вам большое. Путин как раз хочет готовить радикалов Северного Кавказа, чтобы потом использовать против Грузии и Азербайджана, говорит. Ну, смотри, об этом я уже давно твержу, что террористический анклав, кстати говоря, война в секторе Газа нам, чеченцам, была невыгодна. Так, если посудить. То есть, имеет Израиль право, имеет евреи право защищаться. Но нам, чеченцам, всех этих террорюк привезли туда, посадили. Для чего их туда посадили? Для чего это сделано? Почему Израиль дал им выехать оттуда, не перекрыл им границы? Хотя все перекрыть, наверное, невозможно. Но нам это невыгодно было, что они их туда отвезли. Да, воевать Израиль имеет право. И я это право ему не отказываю. И не имею права в этом отказывать. Но то, что нам туда завезли вот этих террористов, их семьи, вот эти все функционеры, это я об этом давно пишу, говорю и пытаюсь привлечь внимание к этой проблеме. И да, они хотят, вот, например, Дмитрий Кечкин, главарь банды УФСБ во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия, который является, на мой взгляд, соорганизатором теракта в Бостоне, будет, готовить к тому, чтобы нападать на Грузию, на Армению, на Азербайджан. Да, они это готовят. Ну тогда Израиль должен не в Путин говорить, Натаньяху должен сказать. Я знаю один очень легкий пример решить эту проблему. Но Натаньяху это не интересно. Он должен сказать не Путину, что он мой старый друг, десятилетиями дружим в наших интересах. И все, это решается. То есть запуганный еврейский народ, конечно, поддержит. Но он знает, что делать, да, он же воюет, он же все это на себя берет, там, молодец, воин, заслуги, там, туда-сюда. Я посмотрел, какие у него заслуги. Там самолет они один раз освобождали, он там ранение получил. Ну и где-то там аэропорт они там сопровождали, защищали. Больше никаких особых боевых действиях он там не участвовал. Брат погиб, как пишут, на войне. Но
особых таких я не видел, чтобы он там куски мяса отлетали, он там рвал металл, там погибал там и так далее. Ну, зато как звучит, воевал там туда-сюда. Он у Кадырова и отец погиб на войне, сам, правда, ранение, по-моему, может, где-нибудь там, когда кушал вилкой, там зацепил, ранения не получал больше. Ну, тоже в операциях участвовал, у какой защитник там туда-сюда и так далее. Так вот, я знаю один способ, как это решить. Нетаньяху нужно было не Путина другом называть, а нужно было Аяду Идигову или Али Дудаевой или кому-нибудь другому из нашего президиума правительства позвонить и сказать: мы признаем вашу Чеченскую республику Ичкерия, мы виноваты в том, что мы ее раньше не признали, а террориста Путина мечеть, отдел ФСБ, мы тут построили, мы за это извиняемся, и за это вот мы признаем вашу. Сделайте так, чтобы там не было угрозы для Азербайджана, для Америки и так далее. Я вам клянусь, мы бы решили эту проблему сами своими силами. И все чеченцы стали они все чеченцы на нашей стороне, понимаешь? 95% чеченцев на нашей стороне думают, как мы думаем. За свободу, за свое будущее и так далее. Понимаешь? И тогда бы все поменялось бы иначе. И сейчас это не поздно. И Армении, и Азербайджану, и Соединенным Штатам Америки это сделать. Последовать примеру Украины. Вот как это нужно было сделать 7 октября 2023 года. Понимаешь? Но он этого никогда не сделает. Никогда Нетаньяху не признает Ичкерию. Понимаешь? Знаешь, почему он не признает? Потому что никогда Путин не позволит ему это сделать. Потому что для Путина это смертельно опасно. А он его за уши вытаскивает, этого Путина. Никогда, вот я убежден в этом. Сейчас я в этом убежден. Он этого не сделает. Но он будет другом называть, договариваться там и так далее. Ну ничего, ничего. Ничего страшного, Дион. Жили как-то без Нетаньяху, проживем и дальше. Нетаньяху не хочет в регионе ядерную державу. Это может быть ограничить его план Большой Израиль от Ефрата до Нила. Ну, говорят, что да, и хотят там построить какой-то Большой Израиль там и так далее, и так далее. Но я, знаешь, Ренат, я бы не стал бы все валить на одного Нетаньяху в этом смысле. Потому, знаешь, как-то Нетаньяху так все там жонглирует в Америке политиками и так далее. Там тоже, поэтому там не один Нетаньяху, скажем так. Нетаньяху, там какая там спецслужба у них, там кто они у них там этим занимается. Точно так же не один Трамп, скажем так. Но есть силы, которые против. И в Израиле есть силы, которые понимают, к чему это идет. Я вот слушал разных евреев, которые абсолютные патриоты Израиля, абсолютные проеврейские евреи, не российские евреи, которые там хают свой еврейский народ, а настоящие патриоты своей страны. Ну, они не поддерживают. Ну, и мне показалось, они немножко боятся Нетаньяху. И то же самое и в США. В США очень большая волна поднимается. И ее, мне кажется, уже не остановить. Столько людей в это уже вовлечено. Миллионы людей активно это обсуждают, принимают участие. Это нельзя просто так остановить. Даже проведя теракты, это нельзя остановить. Теперь любой теракт будет приписываться уже не исламистам, а кому-то другому. Понимаете? Беларусь в разы. Так, что-то ушел. Аслан молодец. Украина подтримає Ичкерию, Ичкерия подтримає Украину. Знаю, Владимир. Спасибо вам большое, украинцы. Честь и хвала Украине. Я не буду уставать это говорить. Честь и хвала Украине. Честь и хвала украинскому народу. И сейчас самое трудное для Украины время. И мы сейчас все должны Украину поддержать. Понимаете? Ну, здесь у других другие интересы. Азербайджан помогает Украине, говорит Аслан Мамедов. Аслан, абсолютно с тобой согласен, тезка. Приветствую тебя, салам алейкум. Азербайджанцы погибают в Украине, сражаются за Украину, помогают и морально. И в этом смысле, конечно же, азербайджанский народ очень мудрый народ, очень глубокий народ. Поэтому это очень хорошо. Спасибо, Азербайджан. Конечно же. Добрый вечер, вы молодцы, чеченцы, Дудаев мой герой. Спасибо большое, доброго и вам вечера.
Для Ирана главная цель уничтожить Израиль, поэтому и получил по заслугам. Если бы жили мирно, никто бы не тронул. Но то, что Иран, что из себя представляет, мной уже много написано и много сказано. Это не обсуждается. Но и цель уничтожить, не знаю, она реальная или же такая риторика. Но то, что враг Иран, и то, что нету мирного договора между Ираном и Израилем, то есть состояние войны фактически еще с прошлого, не с прошлого, 47 лет уже, сколько уже идет это противостояние или около того. Это факт. Но можно же было иначе все это сделать, правильно? Можно было заручиться поддержкой, можно было много чего сделать по поводу начала этой войны, чтобы пассионарии все не погибли или в тюрьмах не оказались. Это убили 7200, от 7 тысяч до 22 тысяч иранских вот этих активистов, недовольных и так далее, недовольных режимом. Но там десятки тысяч в тюрьмах сидят, под колпаком находятся, ну и разбежали, многие уехали, разъехались и так далее, потому что уже засветились. Поэтому в этом смысле никто не спорит. Понимаете, эту тонкую грань, где если ты за Натаньяху или там за то, что там делается, то ты сразу, короче, правильный, а если ты нет, то ты антисемит, там, враг евреев. Нет. Я дружу с евреями, общаюсь с евреями и поддерживаю еврейский народ и его право, на его священное право иметь свое государство и безопасность. Как мы, чеченцы, имеем это право. И я хочу того же себе в ответ. Понимаете, чтобы и мое право уважалось. И все, что я требую. А так все должно основываться на справедливости. Тебя найдут, интернет все помнит. Ну, мне каждый день вы меня находите, каждый день вы столько я уже наговорил. Так что и террористов вы меня уже там обозвали в России, там, и всем остальным. И чего дальше, каждый раз заходите меня, напоминаете. Приятно вам, наверное, да? Добрый вечер, добрый вечер, Андрей. Всех приветствую, друзья. Для Ирана позиция против Израиля просто идеология, чтобы стать главным в исламском мире. Да, вполне возможно, риторика, просто чтобы показывать, что вот бедные арабы Палестины находятся под этим, ну и просто, да, риторика. И знаете, очень удобно управлять террористическими бандами. Хизбалла, хуситы, тот же Хамас. Вместе с русскими все это делается, вместе с русскими. Но после 7 октября почему-то резко русские выключились. Вот почему вот этот Путин, друг Натаньяху, вот почему это тоже в одну эту же канву ложится. Просто уничтожили, сидит Млечин, да, российский там один историк, там, журналист, рассказывает, да, арабы такие плохие, там, все потом мусульмане все плохие, ну все плохие. Ну хорошо, я согласен, я неоднократно говорил, я понимаю еврея, который боится мусульман, который не хочет с ним ничего иметь общего, я понимаю, под этим видом ему пропаганду, это ошибочное мнение. Ошибочное. Евреи очень хороших друзей найдут среди мусульман, если они будут их там искать. Не будут всех под одну гребенку, как делают эти, так же делать, если эти не будут. То очень даже можно найти. Но при всем при этом нужно понимать, что мы должны разбираться в этом во всем. Короче, одно и то же повторять вновь и вновь. Спасибо, Татьяна. Спасибо. Поэтому нужно разбираться, нужно понимать, кто является. И Россию вообще не упоминают, не говорят о ней.
Ну, тоже странно как-то. Как это? На день рождения Путина. Демонстративно. Понимаете? Это сделано демонстративно, подчеркнуто. Там русская речь была. Я же все это слышу. Вы сами, если мне писали, говорили, да, там была русская речь. Даже если там не было ни одной русской речи, ни одного там боевика российского там, если не было, то на протяжении советского времени, всего времени, они же финансировали их. Финансировали. Понимаете? Это ж мы все прекрасно, как Россия радовалась, кому выгодно было 7 октября. Точно не еврейскому народу было выгодно. Точно не украинскому народу это было выгодно. Потому что была провокация, масштабная провокация должна была начаться против евреев. Вот поэтому, а потом говорят, не, русских нету, ладно, мусульмане есть, все виноваты, а русских нету. Как это так? Давайте объективно тогда разбираться. Я-то думаю, ну ладно, все, ошибся кто-то, неправильно там где-то понимает, еще раз говоришь, еще. Нет, все, тишина. Так просто ради словца где-то скажут, ну да, там Россия, там туда-сюда. Ну хорошо, там деньги, там возможности, там и так далее. Но, а как же убитые 1200 человек? А как же там убитые дети, убитые там, я не знаю, вплоть до животных домашних? Ужасы какие рассказывали. Какие мы видели, фото, видео видели. Я видел некоторые видео. А как же это? Куда мы их деваем? Обменяем их кровь тогда, получается? Нет, я не согласен. Чеченскую кровь точно менять я не согласен. На дружбу с Путиным или тем, кто дружит с Путиным. Пока Израиль напрямую не стал бомбить Иран, 12-дневная бомбежка, Иран воевал только через прокси. Но, знаешь, как говорится, от этого не легче. Если тебя взрывает какие-нибудь Хамас или заходят Хамас, убивают, от этого тебе не легче. Но как-то решать этот вопрос нужно. Но это его не нужно было решать сейчас и так. Вот таким вот образом. Что ты, например, сделал для Чечни, говорит, Биби. Неужели ко мне? Биби ко мне зашел, да? У него Биби ник здесь стоит. Вы видите только Доминар, да, или как его там? Доминар. Что ты делал для Чечни? Биби, идешь-ка ты, знаешь, далеко и подальше. Да. Что я сделал, узнаешь, да. Правильно, робить Израиля. Что значит робить? Напомни, пожалуйста, Бандеровка. Просто до начала войны ксировцы и режим были ниже плинтуса в глазах иранцев. Да, конечно. Очень они достали. Представьте, 2 поколения они терроризируют народ, людям. Причем шиитская религия, здесь очень важный момент, они же представляются как будто божественными там наместниками, прямыми там имама Махди, заместителями, ждут, специально стул стоят, говорят, ставят, что вот он в любой момент придет. Быстро принести стул нельзя. Но это же понты самые настоящие. Просто издевательство. Что на заседании всегда стоит пустой стул, где должен Махди сесть, короче. А если он зайдет, нельзя свой стул уступить Махди.
Невероятно просто. Так. И да, ты прав, они подняли авторитет этих сировцев, они подняли уже, ну там, это надолго, мне кажется. Это очень надолго. Это надолго. По твоей логике, Чечня захвачена Россией, это уже Россия. Если кто-то захочет пойти против этого, значит, ты их назовешь Хамасом и террористами. Я не понял твоего вопроса. Это уже Россия. А если кто... Ну, во-первых, Чечня захваченная, оккупированная, фашистской, абсолютно бесполезной, аморальной, безнравственной, людоедской, фашистской Россией не является частью России. Поздравляю тебя с этим открытием для тебя, но она не является частью России. И любой человек, который исконно тысячи лет принадлежащий мою землю называет своей, я его посылаю за русским кораблем. Понимаешь? На 3 буквы. То есть на дно я посылаю его. Понимаешь? Поэтому о чем ты говоришь? Какой Хамас, какой террористы, миррористы и так далее. Мы есть, у нас есть своя страна, есть свой народ оккупированный, который показал всему миру, как надо биться с фашистской Россией, да, а не лебезить ему и не называть его дружком Путина и так далее. Понимаешь, мы это показали, понимаешь? И любой, кто пришел на нашу землю, он с оружием, кто пришел. Мы самый гостеприимный народ, мы самый добрый народ, и которых я знаю, да, и я тебя уверяю, что любой, кто придет с оружием в руках на нашу землю, с плохим умыслом на нашу землю, он является террористом, оккупантом и врагом. Понимаешь? Вот и все. Все очень просто. Это моя земля, это наша земля. Понимаешь? У евреев такая же своя земля. Вот они имеют право, свой клочок земли на этой земле. Вот и все. А война подняла их рейтинг. Да, подняли. Ну, сделали так, чтобы никто не стал свергать этот режим. Просто вот это очевидно. Ну, не могут. Ну, если бы это делал бы, например, какой-нибудь там дилетант в этом деле, было понятно. Профессионалы собрались, там делали. Но это не случайно, значит. Я не верю в такие случайности. Слишком много случайностей. И нету цели. Цели нет. Цель есть только вот устроить хаос. Начать, а там закончится, не закончится, это уже других дел. Арабы там, все остальные там, Азербайджан тягивается, Армения пусть тягивается, кто там еще, все арабские страны вокруг тягиваются. Конечно, Европа должна беженцев принимать, помогать, все это делать. Конечно, оружием помогать, сами войска посылать. На земле-то особо неохота, понимаешь, быть. Вот как это все выглядит. Это все понимают, не только я это понимаю, понимаешь? Поэтому как-то так, Дио. Какая разница между захваченной Чеченией и захваченной Палестиной? 3000 лет назад там был Израиль, а потом это все, это всегда была Палестиной. Не было у них после никакого клочка никогда. Ну, ты ошибаешься, что там не жили евреи. Я тебе скажу, что, например, Иерусалим, там имеются следы нахов. И царь Давид мог иметь отношение к нахам, нашим нахам, который там находился, и среди арабских семитских племен зарождалась вот еврейская или израильская нация тогда. Евреи были очень долго на этой земле, они тысячи лет на этой земле. Это очень древний народ. И в соответствии с международным правом подмандатная Великобритания, это Великобритания же помогла создать Израиль. Правильно? Никто иначе, как эта Британская империя позволила создать два государства, арабское и израильское. Арабы отказались. Весь сыр-бор начался с этого.
Согласились бы они, не стали бы они препятствовать. Оградились бы забором, границей, коридором, жили бы себе спокойно. Но они посчитали, высокомерие их сгубило. Они посчитали, что они могут, что вот они, что такие евреи, и понаехали там раз со всего мира, оружие слабое, их мало, мы их сейчас быстренько раскатаем. Не раскатали, не раскатали. В общем, евреи и чеченцы один народ. Нет, евреи и чеченцы не один народ, но имеют очень древние, схожие ДНК. Очень глубокие корни имеют чеченцы. Понимаешь? Очень глубокие. С евреями. И не только с евреями, кстати говоря. И не только с евреями. Знаешь, есть в Италии тосканцы есть. Тоскания, по-моему, называется. Тоже имеем корни. Там тоже оказались чеченцы. Нахи. Нахи, чеченцы. Не будем говорить нахи. Палестина была 400 лет под Османской империей. Что теперь, по теологии, это турецкая земля? Нет, это не турецкая земля, это земля арабов, которые там живут, бедуинов, евреев и многих других. Ну так сложилось, так сложилось. Они же жили под османами, правильно? Потом жили под британцами, понимаешь? И ничего не возражали, революции не было. Наоборот, арабы помогали разрушить османский халифат. Понимаешь, османскую вот эту империю. И, ну, они рассчитывали, наверное, что там англичане им там что-то большее дадут. Но есть евреи, которые пострадали очень сильно после Второй мировой войны. У них была своя идеология, идея, сионизм называется, то есть возвращение на свою землю и строить свое государство. Это как если бы чеченцы строят свою Ичкерию. Вот мы все возвращаемся, хотим домой, хотим строить свое государство. И никого, соседей не трогаем, империю мы не строим. Мы хотим свое маленькое, суверенное, независимое государство, где чеченцы будут защищены. Что у нас будет свой язык, своя культура, своя история. Все, что Россия у нас уничтожает. Вот и то же самое евреи. Я думаю, это такое абсолютно законное и абсолютно справедливое желание этих людей, абсолютно более чем даже. Все в этом мире имеют право на свое государство, если у тебя есть своя земля, и на свою защиту и безопасность. Но почему-то вот эти люди, не знаю по какой причине, кто их подталкивал к этому, или это просто был их личная инициатива, ну, думаю, может, кто и подталкивал свой этнонационализм. Мы считали, что евреи, те же самые семиты, те же самые двоюродные братья, можно сказать, ближе, чем мы им. Мы-то 3000 лет назад ДНК общий имеем. А эти фактически братья, ну, они против были. Они сказали, нет, мы не дадим. Тогда евреи сказали, ну вот извините, мы против, хотим свое государство, против вашего этого возражения, возражаем. И все, и началось то, что началось. И у евреев получилось, очень хорошо получилось. Хорошие войны, да, не бессмертные, да, не всесильные, но в этом регионе им равных нет. А то, что гордыня там или еще что-то, я думаю, сперва даже не столько гордыня сейчас сыграла, сколько сам страх за себя. Постоянно угроза. Вот мы сейчас всех убьем, мы вот сейчас это сделаем. Ну и ты думаешь, ты ищешь выход из этой ситуации. И все вокруг враги. Всем ты не доверяешь, всех ты опасаешься. Потому что они нанесут тебе какое-нибудь зло, горе и так далее. Ну вот защищаются. Вот такая вот. А так можешь почитать в ChatGPT зайти, можешь в Grok зайти. Они тебе более подробно расскажут про историю становления Израиля. Британия обещала за помощь свержения британских евреев, сражение британских евреев против османов создать Израиль. Но потом не хотели держать свое слово.
Да, и американцы не хотели. Американцы категорически запретили Израилю оказывать сопротивление. То есть сдаться они им предложили тогда. Евреи отказали. Вообще не объявлять государство, американцы сказали. Не надо, мы против, сказали. Есть документы есть по этому поводу. Евреи сказали, вы тут извините, мы не согласны с этим. Это священная борьба, имеют право. Это другой разговор. Да? Никто же не отрицает это право. Ну, есть кто отрицает, я с ним не согласен. Когда Россия уничтожила... Так, ладно, дякую вам, як же гордому иранскому народу скинуть режим религиозных фанатиков. Сегодня. Как же гордому иранскому народу скинуть режим религиозных... Я не знаю, Вячеслав, как его скинуть сейчас. Для того, чтобы его скинуть, ну, у меня есть одно решение для этого. Для этого Соединенные Штаты Америки должны помочь Чеченской Республике Ичкерия деоккупироваться и признать, сперва признать наше государство и считать нас союзниками. Знаете, я вам один интересный такой момент расскажу. Все рассказывали, что нас депортировали, потому что мы подарили коня, все чеченцы перешли на сторону русских, немцев и так далее, и так далее. Так дело в том, что немцы даже не дошли до Кавказа. Ну, на Кавказе были, до Чеченской Республики так и не дошли. Они находились где-то там, Моздок, они рвались там к Грозненской нефти, к Бакинской нефти, они туда, на Каспийской нефти прорывались. Но у них ничего не получилось. Так вот, я про высокомерие и политическую тупость хочу сказать одну очень интересную. Надо полагать, что гитлеровцы, искавшие священную силу и на Кавказе, и в Тибете для создания тысячелетнего рейха, настолько просчитались, что когда к ним пришел человек, представлявший ту самую силу и сопротивление Кавказа, они отказались от этого. Что было потом, все знают. Внимание! Абдурахман Авторханов, профессор, мемуары, издательство «Посев», Франкфурт на Майне, 1983 год. В начале лета 1942 года Исраилов, был у нас такой Хасан Исраилов, предложил мне пробраться к немцам и вручить им этот меморандум, пишет Абдурахман Авторханов. Он сам подвергся репрессиям, и они готовили депортацию чеченцев. Уже про депортацию чеченцев, то есть ингушей, чеченцев-ингушей, под видом депортации геноцидов, они готовились с 1942 года. Им нужно было додавить Россию, Германию, и после этого, когда они освободятся, они тогда хотели сделать нам депортацию. И как высокопоставленный партийный работник Абдурахман Авторханов был осведомлен об этих планах, и он неоднократно об этом писал. Решение уже было принято, как только немцев погонят дальше, чеченцы, ингуши будут истреблены полностью, со своей земли изгнаны и так далее. Поэтому здесь уже все было понятно. Исраил предложил мне пробраться к немцам и вручить им этот меморандум. Я сейчас же уехал из Грозного и перешел на нелегальное положение. Враг Сталина был нашим союзником, и у нас другого выбора не было. Злополучная демократия и ее апостолы Рузвельт и Черчилль находились в объятиях Сталина, а мой народ в его кровавых когтях. Должен ли был я помочь Сталину и Берия совершить геноцид над моим народом из-за того, что их врагом был Гитлер? Повторюсь, подобная же ситуация еще раз, я поступил бы совершенно так же. Конечно, с первой же встречи с гитлеровской администрацией я почувствовал, что нарвался на фальшивого союзника. Еще живет в Мюнхене адвокат из немецкого штаба, который на мое заявление в меморандум Исраилова, что независимый Кавказ хочет быть союзником германской армии в борьбе против большевизма, хладнокровно ответил: Германия не нуждается в каких-либо союзниках внутри Советской России. Мы сами дойдем до самой Индии. Потом выяснилось, что это была официальная точка зрения Берлина. Ну что же мне было делать? Не идти же обратно к Сталину с жалобой на политическое тупоумие Гитлера?
Абдурахман Авторханов. То есть высокомерие германское, высокомерие, немецкое высокомерие, которые посчитали нас унтерменьшами, что мы недочеловеки, с которыми не стоит разговаривать. И не только нас, и украинцев, и белорусов они так считали. Была расовая дискриминация. Таким вот образом они нас представляли. И что пишет один известный об этом генерал немецкий? Так, секунду. Многие военные историки и участники событий, например, немецкий генерал Гейнс Гудериан или генерал Андрей Власов, позже утверждали, что Германия проиграла войну не на поле боя, а в политике. Фактор Второго фронта внутри страны, если бы Гитлер провозгласил реальное освобождение народов СССР от сталинского террора и дал бы им право на самоопределение, ситуация могла измениться кардинально. В первые месяцы войны в плен сдались миллионы советских солдат. Если бы они видели в немцах освободителей, а не палачей, Красная Армия могла бы просто растаять. Партизанское движение вместо враждебного тыла немцы получили бы союзный. Повстанцы Исраилова на Кавказе могли бы полностью обезопасить коммуникации вермахта и помочь в захвате перевалов. Потеря Кавказа и его нефти при поддержке местного населения стала бы для Сталина фатальной. Но также нужно отметить, что при умной даже политике у Германии оставались фатальные проблемы. Это тоже факт. Я хочу сказать, что вот эти великие политики, великие, в кавычках, конечно же, которые воротят нос от чеченского народа, я думаю, это не от большого ума они это делают. Понимаешь? Как-то так, друзья. Так, сколько мы уже? Мы уже почти 2 часа в эфире. Так, сегодня стрим получился немножко длинным. Почему ни одна страна постсоветского периода не помогает Украине? Ну, ты ошибаешься, что не помогает. Грузия, грузинские воины воюют, азербайджанские воюют, чеченские воюют, белорусские воюют, русские воюют, понимаешь? Хотя я им не доверяю некоторым. Но в основном есть русские, которые, я имею в виду не украинские русские, а российские русские, они воюют. Конечно, есть кто помогает, много помогает. Но еще нужно отметить, что эти страны, постсоветские страны, почти все не свободны. Они дальше находятся под той же пятой. Я заметил, что чеченцы из Европы намного грамотнее чеченцев из Чечни. Ну, я не знаю, как ты это смог заметить. Ты, наверное, жил в Чечне, или, наверное, ты прочитал чей-то комментарий. И еще, наверное, ты, не учитываешь тот момент, что чеченцы в Чечне не могут говорить то, что думают. Вот то, что я говорю, то, что я говорю и делаю. За это мои родственники подвергаются репрессиям, там, против меня, просто психологические, там разные спецмероприятия фашистская русня проводит по отношению вокруг всего моего окружения, бывшего уже, и так далее. Поэтому я думаю, ты ошибаешься. У нас очень много умных, талантливых людей по всему миру, в том числе в нашей стране, которая пока оккупирована фашней. Все равно Власов тоже был имперцем, хотел подчинить себе войска других народов при немцев. Ну, не знаю, насколько он был имперцем. Вообще-то у русских это как бы автоматически все это распространяется, имперство. Вот в этом и беда.
И их, и нас всех. Что у них есть это имперство внутри сидит. Не знаю. От кого Россия спасла Европу? Вадим, ты этому пишешь. Правильно, совершенно верно. Сами начали войну, и потом русские, мы спасли, там, ну, не будем русские, говорят, советские тогда скажем уж. КГБ, НКВД, КГБ. Они начали вместе, напали на Европу вместе с Гитлером, развязали, а потом раз и поругались. Не сошлись, так сказать, в дележке чужой территории, чужих судеб. И начали между собой. И если верить, например, есть такой Резун, Суворов Виктор, который пишет, что Россия готовилась в тыл ударить, сзади ударить. Знаете, как это сделал ИГИЛ в Сирии, когда немцы захватывали, ушли там, всю Европу практически оккупировали. И сзади оставляли только казармы и все остальное. И русские решили, советские решили напасть. И Гитлер понял, ну об этом Резун рассказывает, начали с Дальнего Востока перетягивать войска, перекидывать на европейский театр боевых действий, или готовясь к этим боевым действиям. И тогда Гитлер первый напал. Вот так это рассказывает. Вроде бы, я за достоверность не ручаюсь, потому что это Резун тоже какой-то очень мутный чувак, но вроде бы говорит очень складно и очень на это похоже, да, что они вместе начали, а потом просто Советский Союз, Сталин, КГБ, НКВД решили захватить всю Европу. Это у них план такой. И об этом Дудаев говорил, что обратиться за Европой, помочь, и потом при помощи Европы шлепнуть саму же Европу. Представьте себе. А эти, да, мы там нефть, газ, дешево, туда-сюда. Ну, хорошо, тогда будете жить как на России, да, если так будете говорить. Но сейчас все изменилось. Все изменилось. Слава Богу, сейчас очень мощные силы на Западе. И народ, самое главное, люди поняли, кто такой Путин, что такое Россия и так далее. Большие бизнесы, там разные какие-нибудь там продажные политики, может быть, хотели бы заигрывать с Путиным. Но народ и многие уже поняли. И я сомневаюсь, что у России что-то получится. Так. СССР сконцентрировала у границ 189 дивизий. Вполне возможно, Адам. Вполне возможно. Я точно не знаю, но вот такие вещи были. На этом, друзья, я свой стрим закончу. Завтра постараюсь тоже выйти в стрим. Всего самого вам хорошего. Спасибо за поддержку. Слава Украине. Все будет Ичкерия. Адикюэль Маш Айль. До свидания, друзья.